Всем регионам Кыргызстана чистую воду. Под таким девизом высшее руководство страны и международные инвесторы хотят обеспечить живительной влагой каждый населенный пункт республики. В настоящее время в 653 населенных пунктах нет питьевой воды. В 45 селах провели воду. За 5 лет мы должны обеспечить чистой питьевой водой жителей 608 сел. Для этого потребуется 34 миллиарда сомов. На сегодняшний день определены финансовые источники 27 миллиардов сомов. Сейчас работаем с финансовыми институтами, ищем гранты в странах-донорах и международных фондах, чтобы найти остальную сумму денег. До окончания своего президентского срока весь Кыргызстан будет обеспечен чистой водой. На прошлой неделе кыргызские власти договорились с Европейским банком реконструкции и развития провести в Узгенском районе и в городе Джалалабад питьевую воду для местных жителей. ЕБРР на эти цели согласился выделить 15 миллионов евро. Уважаемый президент обозначил, отметил, чтобы банк поработал в секторе питьевого водоснабжения сельской местности. Они с удовольствием приняли это предложение. На сегодняшний день мы работаем, уже составлены списки. Между тем, жители села Достук, что под Бишкеком, считают, что никому до них нет никакого дела. В этом населенном пункте нет ни газа, ни воды, ни канализации. Ни воды, ни газа. Освещение поставили, которое тоже не горит. Мы обращались неоднократно насчет воды, что у нас нет водопровода, что у нас техническая вода. У всех качалки, даже не у многих даже качалки есть. Потому что сейчас очень дорого даже качалку сбивать туда эти трубы. У нас дети болеют. У нас очень плохая вода. Тем более здесь от 9 метров до, кто побогаче, наверное, побольше денег, они могут до 30 метров пробить. Но так все равно техническая вода. Выделить участок, поставить водонапорную башню, провести в дома трубы. После неоднократных писем и жалоб как местным властям, так и президенту, из бюджета были выделены 3 миллиона сомов на проведение водопровода. Согласились помочь и арабские инвесторы. Сказали, что готовы выделить еще 10-15 миллионов. Но ВОЗ и ныне там. Питьевую воду вопрос никак до этого года не может решать. Местные, конечно, депутаты деньги выделили, 3 миллиона сом. Благотворительный фонд, арабский фонд хотят помочь еще дополнительно, но Аюлёкмөтү 5 соток земли не может найти до сих пор. Все. Самое главное, если землю найдет, остальные вопросы решить нетрудно. Чтобы накачать хотя бы пару литров воды, жители села прикладывают немалые усилия. При этом гарантии нет, что накачанная вода пригодна для питья. Вода эта, хоть и проходит природную очистку через песок, глубина этой скважины около 20 метров, но все равно она не очень чистая. Ее называют даже технической, и врачи, естественно, не рекомендуют пить эту воду, хотя здесь живут и дети. Алмаз Колчубаев из местных рассказывает, что вот так качать воду приходится постоянно, но он больше переживает за детей. Они часто болеют, ведь канализации в селе тоже нет, у многих стоят септики. Использованная же вода может легко заново накачаться в колонку, пройдя лишь минимальную очистку через песок. Антон Чепегин, Абдымаджинов, Нурмухамед. Новости Ошпирим.